Благословляю радость и печаль, земную радость и печаль земную, все таинство, начало всех начал, что в каждом человеке существует, жизнь всякую, какая б ни была, любой живой благословен да будет. Чудесный дар земной сгореть дотла любви во имя и на благо людям. Вениамин Смирнов. Здравствуйте. Я думаю, вы согласитесь со мной, что есть нечто особенное во встрече Нового года, в празднике, который отличается от всех других. Его приход мы чувствуем задолго до того, как куранты возвестят о смене года. И в эти предпраздничные дни нам, женщинам, хочется быть особенно красивыми и чуточку загадочными. А мужчин хочется видеть не только мужественными, но и галантными, в лучших традициях прошлых столетий. Но важнее всего то, что в эти предновогодние дни произносятся приятные поздравления и добрые пожелания. А положительная энергетика этих слов, на мой взгляд, не проходит бесследно. Все создатели программы «Отрицание отрицания» от души поздравляют вас с наступающим Новым годом. А пожелания наших авторов вы услышите в нашей сегодняшней передаче. По уже устоявшейся традиции, в предновогодний выпуск «Отрицание отрицания» мы включили фрагменты некоторых авторских рубрик, прошедших в эфире уходящего года. Давайте еще раз встретимся с героями наших прошлых передач, а также вспомним то, чем мы жили, что нас волновало в 1997 году. Старые фото, сохранившиеся вещи материального мира, дома, построенные еще в то время, знаки прошлого, наша вечная ностальгия. Но, пожалуй, ничто так не завораживает, как документальный кинокадр архива. Немые, черно-белые, движущиеся картинки. Их безыскусная череда оказывает на нас неотразимое, почти мистическое воздействие. Вот Сыктывкар, или еще Уссысольск, дата съемки не сохранилась. Ясно только, что неизвестный оператор снимал эту городскую панораму со Стефановского собора. Больше просто нет куда было. А собор снесли в 1932. Зато здесь все точно. Сыктывкар, 1931 год. Празднование 10-летней годовщины Коми автономии. Все как положено. Пламенные речи местных вождей, самодеятельность, аплодисменты. Пафос, который сейчас, спустя десятилетия, не вызывает ничего, кроме снисходительной улыбки. Так все знакомо, наигранно, шаблонно. Так что же тревожит, что не дает оторвать взгляд от экрана? Тайна жизни и смерти? Завораживающее сознание того, что большинства из этих людей, молодых, улыбающихся, полных жизни и энергии, уже нет живых? А может быть, просто все дело в том, что эти кадры старой кинохроники, несут с собой сакральную печать времени, нечто неповторимое, безвозвратно ушедшее. Лица людей. Вот что захватывает прежде и сильнее всего. Лица людей того времени, родные и чужие одновременно. И суть не в антураже из старых домов и старых фасонов. Просто есть что-то неуловимо отличное в прищуре глаз, в манере говорить и улыбаться, в полубороте головы. Трудно облечь это отличие в зримые одежды слов. Просто ощущаешь его полно и точно. Это середина 30-х годов. А здесь конец 60-х. А эти кадры были сняты вчера. 100 лет назад, в конце прошлого века,
Средний рост новобранцев Зарян Вологодской губернии, призываемых в российскую армию, был чуть меньше 166 сантиметров. Причем заряне еще значились среди самых высоких. С тех пор человечество заметно подросло. На кинопленке же это реальное антропологическое отличие в глаза не бросается, не чувствуется. Зато старая пленка выпукло и точно передает изменения внутреннего духовного мира человечества. У режиссера Александра Сокурова есть документальная лента, которая называется «Духовные голоса». Так вот, немое кино прошлого доносит до нас духовные голоса живших тогда людей, наших соотечественников, земляков. Впрочем, не всякое кино и не всякие кадры. Есть голоса истинные и голоса фальшивые. И есть кадры, живые и мертвые. Оператору кажется, что он снимает суть события, квинтэссенцию времени. Вот эти кадры. А время затем правит безжалостной рукой. Нет, это фальшивка, клише, бездарная имитация. Эти кадры немые, в прямом и переносном смысле слова. Здесь неразличимы неповторимые голоса людей. Здесь люди-марионетки, люди-функции, статисты в чужой бездарной игре. Так называемое документальное кино на самом деле в течение длительного времени снималось в режиме постановки. Постановочные события, лозунги, речи, постановочные улыбки. Ложный пафос, за которым трудно ощутить атмосферу времени, почувствовать, чем жили, что любили и ненавидели, о чем мечтали люди того времени. Но самое интересное, что иногда и такие, казалось бы, мертвые сюжеты несли с собой второй план, смысл которого до поры до времени был сокрыт от нашего внимания. Вот один из таких сюжетов, посвященный торжественному пуску нефтяной скважины. Место и время съемки неизвестны. Мы можем только догадываться, что дело происходит на одном из месторождений под Ухтой, в конце 40-х, начале 50-х годов. Сверхзадача, которую пытались донести до зрителя авторы сюжета, вполне в духе времени. Советские нефтеразведчики отвоевали у природы еще один источник пополнения запасов черного золота. Кажется, сюжет как сюжет, символ торжества социализма и победы над природой. Вот буровая вышка, вот торжественный поворот задвижки, вот нефтяной фонтан, вот виновники торжества. Но постойте, при чем здесь люди в фуражках? Безвестный оператор, сам того не желая, приоткрыл нам неприглядную, тщательно скрываемую изнанку славных побед того времени. Эти офицеры — гулаговское начальство. Эти ударники нефтеразведки — лагерные заключенные. А это их общая радость — жуткая специфика того времени в отдельно взятой стране. А это сюжет снят уже в 70-е годы под самой распространенной тогда рубрикой «Героизм производственных буден». Правильные лица, правильная работа. Но вот он, момент истинной российской безалаберности, незамеченный то ли оператором, то ли режиссером, по недосмотру избежавшей корзины. Трубоукладчик по обледеневшему склону сползает всей своей чудовищной массой на зазевавшихся работяг. План либо недоснят, либо обрезан при монтаже. Мы можем только надеяться, что в тот раз все обошлось. Впрочем, если вы помните документальное кино того времени, вам должно быть ясно. Ни катастроф, ни аварий, ни несчастных случаев в советской стране не было и не могло быть. Так писалась документальная кинолетопись времени. Немые, черно-белые, движущиеся картинки. Еще и еще раз просматривая их с неслабевающим интересом, начинаешь приближаться к простой истине. Может быть, в стремлении зафиксировать внешнюю череду мнимых и действительных событий мы упускаем что-то такое, что кажется нам незначительным, само собой разумеющимся сегодня, но что уходит безвозвратно и, возможно, будет самым важным для тех, кто через 50-100 лет захочет понять, ощутить, почувствовать наше время. У режиссера Александра Сокурова есть цикл документальных фильмов о наших пограничниках, который он назвал
духовные голоса. Проще говоря, духовные голоса – это жизнь, это проявление человеческой души. Однако внутри нас есть и другие так называемые голоса – голос страсти и голос разума. Неодухотворенный разум и необузданная страсть разрушительны для человеческой души. А ведь, на мой взгляд, сам смысл человеческого существования заключается, по сути, в одном – воспитании души. Вот поэтому я хотел бы пожелать всем нам в наступающем году почаще прислушиваться к звучащим у нас голосам жалости, совести, любви, к духовным голосам. Некоторые поселения на реке Печоры в Коми-крае даже в наше время похожи на своеобразные заповедники живой старины. Там до сих пор сохраняются древние традиции старообрядческого быта и культуры. Одна из примечательных особенностей культуры, издавна существующая в этих местах, традиция самовольного составления и распространения рукописных сочинений и книг, запрещенных официальной церковью и властями. За изготовление и распространение, и даже за хранение самодельных, а выражаясь современным языком, самиздатских книг, официальная церковь и государственная власть строго карали как в прежние царские времена, так и при большевистском режиме. Однако во всякое время среди людей появлялись настоящие подвижники, которые, вопреки всяким запретам и угрозам быть наказанными, сочиняли и переписывали, собирали и хранили такую самиздатскую литературу, сознавая ее неприходящую ценность. Одним из таких выдающихся подвижников был ученый и археограф Владимир Иванович Малышев, страстный собиратель, хранитель и исследователь старообрядческих рукописных памятников письменности, основатель древлехранилища в Пушкинском доме в Петербурге. Всю свою жизнь Владимир Иванович занимался поисками, собиранием и исследованиями старинных рукописей и добился в этих делах замечательных успехов. Достаточно сказать, что только с низовья в реки Печоры он вывез сюда, в Институт русской литературы, без малого 1000 рукописных книг, а всего их в древлехранилище насчитывается сейчас более 10 000. Владимир Иванович скончался 21 год тому назад. Его преемники, соратники и коллеги, сотрудники Пушкинского дома свято чтут память о нем и продолжают вести дальше начатое им доброе дело. Основное, что сделал Малышев, это, конечно, территориальные собрания, это не какие-то отдельные рукописи и находки. То есть после его собирания мы теперь можем говорить о книжности, и у нас есть представление о том, что читали на протяжении столетий на Печоре, Мизене, Пиниге или Северной Двине. Но внутри каждого такого собрания есть, конечно, и свои раритеты, и есть они в древлехранилище как в целостном понятии, то есть книги, представленные в одном-двух сохранившихся экземплярах. Но поговорим, наверное, прежде всего о Печорском собрании, в котором около 1000 рукописей, и почти все они пришли сюда из поездок Владимира Ивановича или его учеников. Одна из наиболее древних книг Печорского собрания, это книга служебная, триоть постная, но с замечательной записью, которая говорит о том, что книга на самом деле была переписана в Троице-Сергиевом
монастыре, и давненько, в 1500 году, и переписка вот этой книги заняла около 4 месяцев у писца. Как она попала на Печору, мы не знаем, но на Печоре она обреталась и потом поступила в древнее хранилище. Но это древности, а есть не менее замечательные рукописи, уже относительно молодые. Так Владимир Иванович, по сути, сделал достоянием общественности имя знаменитого в XIX веке, но впоследствии уже позабытого Ивана Степановича Мяндина, который переписал десятки книг. Причем он не только переписывал, он и украшал их, и переплетал эти книги. И, в частности, в этой рукописи вот такая замечательная азбука о голом и небогатом, причем опубликованная впоследствии Владимиром Ивановичем. Вот, она, по-моему, не утрачивает и по сей день своей актуальности. Например, на букву «Зело». «Зело я живу хорошо и славно, и во всем поправно, а обедать нечего, а про ужин и не слышно». Ну, а это, собственно, последнее место обиталища Владимира Ивановича. Ну, и если посмотреть, здесь вещи, изначально даже не находившиеся здесь, это все переехало сюда уже после его кончины. Вот книги, например, изысканная библиотека, в которой нет ничего лишнего. Это действительно замечательная библиотека, но по истории древнерусской литературы и по истории старообрядчества. А эти какие-то вот вещевые у нас теперь получаются, так сказать, экспонаты, на самом деле это экипировка археографа Владимира Ивановича. Все вот эти и фляжка, и плащ, и сумка, чайник, ложка, все лежало в отдельном чемоданчике и ждало своего часа, чтобы можно было сразу взять и поехать куда-нибудь в Усть-Цильму, например. Он ведь был единственный человек на протяжении нескольких десятилетий, который собирал рукописи. 1938 год Коми, лагеря. И там были разные приключения. Скажем, 15 верст под винтовкой, пожалуйста, руки за голову, все это было. И вот я, когда с ним поехал в 1956 год, тоже Усть-Цильма, Пижма, Цильма, это же была единственная экспедиция во всем Советском Союзе. Единственная. И каждый год это была единственная, кого бы он ни брал. Понимаете? У меня вот студента взял 19 лет. Потому что никому это было не нужно. И вот Бог ему помогал. Потому что он был человек замечательно компанейский. Знаете, вот это тоже же очень важно. Вот, ну вот смотрит, другого бы уж давно, вот, знаете, в наручники и там десятку бы дали. А его как-то вот Бог спасал все время. Ну и он сделал великое дело. Один. Это очень важно. В России бороться за правду можно и нужно, это говорит вся наша история, наши заступники юродивые, тот же Аввакум, в одиночку. Одиночка у нас побеждает, понимаете? Пушкин был одиночка, Чадаев был одиночка. Вплоть до Солженицына. Побеждают одиночки. А всякая партия, как писал Алексей Михайлович Ремезов, с которым, кстати, Малышев состоял в переписке, между прочим. И я грешный. Вот, всякая партия, как Ремезов писал, все говорят, у нас только правда. У всех у них ложь. Это вот первое, что я хочу сказать о Владимире Ивановиче, что он как-то это интуитивно понял, что противостоять надо в одиночку. И создал это замечательное древнее хранилище. Второе. Понимаете, человек-одиночка противостоящий, он должен отрясти прах мирского, вот этого мирского успеха, корысти прежде всего. И первое, что мне Малышев сказал,
ни одной рукописи дома. Он ведь не коллекционер был, он собиратель для, ну, так сказать, для России всей. И в 1934 год, здесь же хранилище основано в 1949-м, а вот куда он те рукописи девал? Ну, пока он стал работать потом в библиотеке Академии наук перед войной, потом шел на Финскую, потом на Великую Отечественную, тяжелейшие ранения на Синявинских болотах. Ну, а до этого? А дарил в учреждения и лицам, там, ну, скажем, Варваре Павловне Адриановой Перец, у которых было собрание, которое заведомо перешло сюда. Собрание академика Переца. Оно здесь, пожалуйста, Варвара Павловна, вдова, передала. Ни одной рукописи дома. Это вот теперь все хотят скорую денежку получить, понимаете. А он нет, он был скромный, бескорыстный человек. Я бы назвал его, ну, такой национальной гордостью. Дорогие мои соплеменники и сограждане, братья и сестры, от имени членов правления и активистов коми-генеалогического общества «Ортбу» сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам духовного и физического здоровья и благополучия, а также крепких корней и раскидистых ветвей родословных древ каждого из вас. Но следует знать и помнить, что все это легче бывает осуществимо тогда, когда мы бережно и почтительно относимся к памяти ушедших от нас предков, родителей, родственников и друзей. Во все времена среди людей и народов бытуют поверья, что бессмертные души наших предков, родственников и друзей помогают нам и отвращают от нас множество бед тогда, когда мы помним и упоминаем их имена в особо торжественных случаях и во время праздника. Народная мудрость гласит: как ты относишься к своим родителям и к памяти своих предков, так же и к тебе будут относиться дети твои и потомки твои. Желаю всем вам в наступающем Новом году остаться Иванами и Марьями, помнящими имена своих предков, самые малые до 7-го колена. Января газета «За Новый Север» открывалась стихами Виктора Савина «Спасибо товарищу Сталину». Так за все, за счастье молодое, нашей жизни солнечный простор, шлем тебе сердечное, большое, от души спасибо, Сталин, Йорт. А 10 января газета опубликовала информацию ТАСС о переписи населения в Коме АССР, как она проходила в Коме АССР. Вот там есть такие строчки. Развивается хозяйство республики. В Ухтинской тайге вырос новый город Чебью, окруженный сотнями нефтяных вышек. Здесь пробурены скважины для получения радиоактивных вод. Созданы каменноугольные шахты, радиостанции, заводы. За эти годы из Коми народа вышли артисты, писатели, сотни и тысячи инженеров, техников, врачей, учителей, агрономов, мастеров леса. Так начинался 1937 год, год большого террора, 60 лет которого исполняется в этом году. И сегодня мы с вами в Литературном музее имени Ивана Алексеевича Куратова на вечере, посвященном памяти жертв политических репрессий 1937 года в нашей республике. Вот сейчас
по решению правительства и главы РК у нас будет создаваться книга памяти жертв политических репрессий. Она будет называться «Мартиролог покаяния». Это будет государственная работа за счет государства. И с моей точки зрения это правильно. Это должно было сделать именно государство, а не общественные организации. Поскольку именно государство уничтожило миллионы людей, и именно государство и должно выполнить последний долг перед этими людьми, не только восстановить их доброе имя через реабилитацию, но и увековечить эти имена. Наше же дело, дело представителей общественных организаций, всемерно участвовать в этой работе. В Москве шли политические процессы, бывшие лидеры партии и государства признавались в несуществующих грехах, а 1937 год не так шумно, но потихоньку катился и по провинции. Его волны, может быть, не такие крупные, разумеется, достигали и Коми края, и от того, что они были не такие уж и крупные, они не становились менее страшными. Вот передо мной подсчеты, произведенные по некоторым спискам репрессированных 1937-1938 года. Один список опубликован в газете «Красное знамя». Это те, кто был реабилитирован в 1991 году, по закону 1991 года. Второй составлен архивистами ФСБ, те, кто осужден особым совещанием. 1937-1938 год. В этом списке 1200 фамилий. 1200. Из них было приговорено к высшей мере наказания, то есть расстреляно около 900 человек. Около 900 человек только за один год. Причем это не все жертвы этих страшных лет. Сюда многие не вошли. Кто эти люди? Кого безжалостно расстреливали в то время? Ну, во-первых, не будем забывать, что Коми АССР была одним из самых страшных мест в СССР того времени. Это лагерный край. И в 1937 году уничтожали прежде всего здесь лагерников. По особому приказу 409 НКВД сюда были направлены такие изверги, как Кашкетин, лейтенант госбезопасности НКВД, который должен был навести в лагерях порядок. Этот бандит, по-другому его назвать я затрудняюсь, потом он сам погиб в лагерях. Этот бандит провел чистку Ухто-Печорского лагеря. По, наверное, тоже неполным сведениям. С его легкой или тяжелой, точнее, руки было расстреляно 2500 человек в Ухт-Печлаге. Стреляли в основном политических, расстреливали только за то, что не покорился. Участвовал в голодовке — под расстрел. Что-то говорил, расходящийся с линией партии — под расстрел. 2500 человек. Наверное, и фамилии их пока мы точно все восстановить не можем. А еще были аресты, страшные аресты среди местного населения, коренного. Ведь почему так запомнился 1937 год как год большого именно террора? И 1937 год был далеко не самым страшным. Волна репрессий нарастала постоянно с 1917 года. Весь этап, весь период, как минимум до середины 50-х годов, правления большевиков можно назвать годами большого террора. Разве 29-й, 30-й – это небольшой террор, когда миллион крестьян были выселены, выброшены на север, Сибирь, в ссылку? Разве военные годы и послевоенные годы – это небольшой террор, когда лагеря пополнились миллионами новых заключенных? В 1937 году Сталин и его подручные уничтожали прежде всего верхушку. Всех, кто, как им казалось, мог составлять опасность не для советской власти, для их власти, для той
советской власти, которую возглавляли они, вот, местная администрация, а заодно били и национальную интеллигенцию. В 1937 году был, например, здесь арестован практически весь состав бюро обкома партии. Безжалостно забирали интеллигенцию, тех самых инженеров, врачей, артистов и так далее. И отсылали их в лучшем случае, если можно назвать лучшим, строить тот самый город Чебью, выросший в тайге среди нефтяных вышек. Построили его заключенные, и построен он на костях заключенных. И угольные шахты появились не сами по себе здесь, а трудами заключенных, в то время и политических, и уголовных. Наверное, нам нужно подумать прежде всего, почему это произошло. Газету 1937 года читать страшно, и 1938. Они напитаны ненавистью, напитаны подозрительностью, страхом. Трудящиеся откликались на политические процессы и здесь, и в Москве. Смерть бандитам, смерть извергам. Меня особенно поразило одно письмо, оно стандартное по содержанию, справедливый приговор, отклик на процесс Пятакова, январский процесс 1937 года. Полностью одобряем справедливый приговор военной коллегии Верховного суда над подлыми агентами фашизма, изменниками Родины, пытавшимися отнять величайшее завоевание октября и лишить нас радостной счастливой жизни. Да здравствует наш великий любимый вождь товарищ Сталин. Текст стандартный, подпись: учащие и учащиеся Сыктывкарской начальной школы номер 4. Понятно, что не дети это писали. Писали учителя, и, наверное, и учителя-то сами не писали. Вот. Понимаете, когда такое пишут учителя, вот это действительно, и пишут от имени детей, вот это действительно страшно. Это атмосфера страха, поразившая буквально всех. Не завезли вовремя хлеб в пекарню — вредительство. Сломался трактор трелевочный на лесоповале — происки фашизма. Плохо с ошибками написали дети диктант, да еще, не дай бог, ошиблись в написании фамилии великого Сталина. Учителя — бандиты и вредители, учат детей фашизму. Это, может быть, смешно было бы это читать, если бы не знать, что за этим последовало, что учителя эти пошли по этапу, что начальник лесопункта был расстрелян как фашист, что незадачливый начальник отдела рабочего снабжения, не завезший вовремя хлеб, вскоре оказался в Воркутинском лагере с кайлом или лопатой в руках. Вот этот страх 1937 года — это, пожалуй, самое страшное последствие большого террора. Тысячи расстрелянных, загубленных бессмысленно жизней, и вот этот общий страх, порожденный 1937 годом. Нам об этом забывать ни в коем случае нельзя. Если забудем, это может повториться. Дорогие друзья, давайте в новом году будем благожелательно относиться друг к другу. И еще как учитель. Хороших вам детей, внуков, правнуков. С Новым годом! Вениамин Смирнов умер накануне нового 1997 года. Умер в Воркутинской психиатрической лечебнице всеми забытый
и его тело еще несколько недель, все новогодние и рождественские дни пролежало в морге, пока, наконец, его коллеги не узнали о смерти художника и с трудом не наскребли средства, чтобы как-то похоронить его. Воркутинскому оператору Владимиру Полянскому понадобилось 2 дня, чтобы найти его могилу, уже изрядно запорошенную снегом. А ведь нельзя сказать, чтобы Вениамин Смирнов был совсем уж не признан при жизни. Он часто выставлялся, участвовал в международных выставках в Греции, Болгарии. Дважды проходили его персональные выставки в Сыктывкаре и Воркуте. А примерно 1,5 десятка лет назад Коми-республиканское телевидение сняло очерк о его творчестве, фрагменты которого мы включили в нашу программу. В круг сердца моего вращается земля. Жить сегодня, умереть потом. Да и то не вовсе, только телом. На плечах несем своим трудом время, означающее дело. Так получилось, что судьба Вениамина Смирнова оказалась тесно связана с 2 городами, имеющими трагическую судьбу. С Ленинградом, где он родился, вырос и получил художественное образование, и с Воркутой. Сюда он приехал в 1964 году и с этого времени жил в заполярном городе неотлучно. Возможно, поэтому и творчество Смирнова несет в себе печать трагедии. Недаром один из его циклов работ называется «Реквием 20 века». Увы, его самые трагические произведения ждала и трагическая судьба. Большая часть из них не сохранилась. Музеи закупали работы более приятные человеческому глазу, поэтому получить сейчас полное представление о творчестве Вениамина Смирнова практически невозможно. Хотя, давайте приглядимся внимательнее даже к тому, что дело Смирнова воплощает те темы, к которым обращались и другие художники и скульпторы, жившие на севере. Портреты оленеводов, шахтеров и, наконец, своего коллеги, художника. Смирнов и здесь неповторим. Впервые я увидел это был молодой, красивый, интересный очень человек с образом Христа, скажем так. Очень здоровый был духом, телом, душой, вообще обаятельнейшая личность, мягкий, по характеру очень внимательный, очень интеллигентный вообще до корней волос человек. Вот. Но то, что он был насквозь пронизан творчеством, что он был пытливый, он рассказывал нам много интересного, начиная с философии, с поэзии и по искусству. Впервые я себя осознал как художника, еще учась в академии. Там мне впервые серьезно пришлось отстаивать свое видение мира, свое мироощущение, свои, так сказать, идеи, которые появлялись при том открытии мира, так сказать, мною. Ну, кто-то меня понимал, кто-то нет. Но я думаю, что художник не должен бояться, что его не поймут. Если он уверен, что он говорит людям искренне правду свою, я думаю, что это временные трудности, так сказать, их не нужно бояться. Но я думаю, что, наверное, как и всякий художник, я, наверное, не все еще сделал, не все открыл для себя. Но это, так сказать, вопрос времени, естественного развития, роста. Вот. Но потом я немножко хочу сказать о том, что многие думают, что жизнь художника, жизнь в искусстве — это такая почти богема, значит, и никаких трудностей там нету. В общем, все очень так хорошо и прекрасно. Так вот, я этим людям хочу сказать, что они ошибаются.
что не нужно представлять эту жизнь художника в таком идеализированном розовом свете. У нас очень много трудностей в жизни, собственно, таких и профессиональных, и много еще других всяких смежных трудностей. Вот. Но это наша жизнь, это наши, даже эти трудности, печали наши, боль, это наша, собственно, жизнь. И ни один художник не променяет ее ни на никакую другую. Он все-таки, по сути своей, как мне кажется, шестидесятник, да? Когда нам разрешили, потому что он заканчивал академию, и я, наверное, его так воспринимаю, как шестидесятника по строю своему, а они жили взахлеб. Если вспомним у Высоцкого, то есть жить так жить, петь так петь, любить так любить, то есть отдаваться во всем до конца. И вот Веня, видимо, по натуре своей такой же человек, и человек вот этого вот определенного времени. Потому что когда разбирали его архивы, то у него как раз был найден, ну вот это тоже не случайно, открытки с фотографиями Высоцкого в разных его ролях. То есть он его, конечно, как личность, вероятно, очень ценил и уважал. Я як истребитель, мотор мой звенит, небо моя обитель. А тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель. В этом бою мною юнкер сбит, я сделал с ним, что хотел. А тот, который во мне сидит, изрядно мне надоел. Я в прошлом бою на вылет прошит, меня механик заштопал. А тот, который во мне сидит, опять заставляет штопор. Жить с ощущением трагедии в самом себе очень трудно. Практически невозможно. Рано или поздно сломаешься. Так и случилось с Вениамином Смирновым. Да, он получил признание, но не славу. По ступенькам славы надо карабкаться. А Смирнов был на это не способен. Он мог только творить, но реально сама вторгалась в его быт сплошными неурядицами. Особенно часто это проявлялось в последние годы его жизни. Смирнов не имел средств, чтобы оплачивать аренду мастерской, и однажды коммунальщики вошли в нее и вывезли все его работы на свалку, решив, что это хлам один. Художник долго бродил среди мусора в надежде, что хоть одна работа его сохранилась. Увы, тщетно. Вениамин Смирнов после этого случая сломался окончательно и сильно запил. Так часто бывает с художниками. Он смотрел на жизнь как ребенок, глазами ребенка. Он не хотел видеть плохого. Вот даже я знаю, иногда вот кто-то начинает говорить там, да вот то, да он, да брось, старик, что ты, ведь как все хорошо. И да, ведь действительно вот это вот какое-то отношение, то есть такое ощущение, это как птица парит, вот он летит. Вот этот быт какой-то, вот какие-то эти передряги. А последнее время это же, конечно, связано было и просто с выживанием человека, скажем так. То есть ситуация такая, что платят не вовремя, там, задерживают эту зарплату, продать какую-то работу сложно и так далее, и так далее. То есть человек, скажем, в его ситуации он оказался, тем более потеряв мастерскую, он оказался, в общем-то, как птица в ловушке. То есть вот он летел и все. Благословенен этот мир, и эта звездная дорога навек останется с тобой. Земля твоя всегда прекрасна, и это вечная любовь, и это вечное пространство. Скажем так, как у любого
человека бывали какие-то всплески недовольства, потому что, в принципе, наверное, все-таки он себя не мог реализовать на той почве, в той атмосфере, в которой он жил. Были жалобы постоянно о том, что вот опять пришел контейнер, разбитые, многие такие достаточно емкие работы, и скульптурные работы, и керамика. Я сам видел, я сам с ним перевозил некоторые его работы, склеивали мы. Много я перевозил, помогал ему транспортировать, значит, после обжига работ. Вот. Был у него в мастерской, когда он жаловался о том, что вот что-то украли. Постоянно обворовывали его. Вот эти вот большущие 10-метровые длиной и 2-метровые шириной батики. Несколько батиков, по-моему, там у него было 6 тематических батиков, полотен. Из них несколько было украдено. Я сейчас не могу сказать, 3 или 4 исчезли бесследно. А это были, в общем-то, работы, уникальнейшие работы и по, значит, скажем, по творческому замыслу, по трудоемкости, если учесть условия, в которых он делал, в своей однокомнатной квартирке на полу там все это на коленках, значит, рисовал частями, потом пропитывал все это краской, пропитывал воском, потом выпаривал все это утюжком через газетки. Это все колоссальный, титанический совершенно труд. Терпенью машины бывает предел, и время его истекло. И тот, который во мне сидел, вдруг ткнулся лицом в стекло. Убит, наконец-то, лечу налегке, последние силы жгу. Но что это, что? Я в глубоком веке и выйти никак не могу. Досадно, что сам я немного успел, но пусть повезет другому. Выходит, и я напоследок спел. Мир вашему дому! Мир вашему дому! Дорогие друзья, я верю, что вы все люди очень талантливые, потому что неталантливых людей нет. К сожалению, не всем удается себя реализовать. Главная причина в том, что не все мы в себя верим. Поэтому я желаю вам в новом году всем поверить в себя, в свои силы и в свой талант. Не надо надеяться на правительство, на государство, на начальников, на чиновников. Надейтесь только на себя, в первую очередь на себя, и у вас все получится. С Новым годом! Сегодня я хочу рассказать о творчестве живописца Владимира Ермолина, живущего в Сыктывкаре. Но наш рассказ я должна начать с родителей Владимира, известных художников нашей республики. Народный художник России Рэм Николаевич Ермолин более 20 лет руководил Союзом художников Коми, занимался общественной деятельностью и плодотворно работал творчески, написав огромное количество холстов, повествующих о Коми-земле и ее людях. Елена Федоровна, мать Владимира, уроженка Ленинграда. В городе на Неве она познакомилась с Рэмом во время его учебы в художественном институте. Елена Федоровна – чуткий и талантливый человек. Она очень многому научила сына. Володя рос в особой среде, навеянной художественной культурой Санкт-Петербурга, среди творческой интеллигенции Республики Коми. Жизнь его родителей богатая событиями, поиском, общением с людьми самых разнообразных профессий. Интерьер квартиры заполняет уникальная коллекция: рисунки, акварели, живопись, линогравюры и ксилографии, подаренные семье Ермолиных известными художниками. Творчество какого художника ближе тебе? Ермолина Рэма Николаевича или Ермолиной Елены Федоровны?
Но их творчество я вообще не отделяю от творчества русского изобразительного искусства, российского изобразительного искусства и советского изобразительного искусства. Поскольку я сам работаю в этом же плане, то мне одинаково близко творчество и отца, и матери. Мать в каких-то моментах, она, конечно, более живописная, но у отца есть свои такие качества, которые я бы хотел видеть в своих работах. Ясность выражения мысли, например. Очень четко тональная разработка, живописная разработка темы. Как мастер он, конечно, большой. И то же самое у матери. Она немножко тоньше по живописи. Не мешала ли тебе, твоему творчеству, слава твоих родителей, как живописцев республики? Слава родителей как художников. В общем-то, как художнику, наверное, нет. И, скорее всего, слава отца для меня значения особого не имела, потому что это мой отец. Я воспринимал не только как художника, а как отца. Я у него многому учился, и у матери, и у отца. Вот сейчас на последней своей выставке, среди твоих последних работ, очень много самых различных состояний погоды. И самое интересное, что ты стал писать даже дождь. Ну, природа тут вообще ни при чем. Это все, конечно, только от меня зависит. Ну, с годами приходят другие интонации, находишь в природе, которые не видел в юности. И, может быть, забываешь то, что видел в юности, как-то уходит. Ну, как жизнь, она меняется. Меняюсь я, меняется природа, которая мне нравится. Жанровый диапазон Владимира Ермолина разнообразен. Среди его работ мы видим портреты, натюрморты, пейзажи. В портретах Владимир акцентирует внимание на личности модели. В основном они написаны на глухом фоне. Он скуп и лаконичен. В пейзаже предпочитает небо, облака, луну, а в натюрморте любит писать обманки. И Владимир был победителем конкурса юморины в Габрове. Село Иб – благодатное место. Затейливо разбросанное на живописных холмах, оно несет в себе особую духовную силу и величие северной земли Коми. Архитектурным центром села является Свято-Вознесенский храм, построенный на самом высоком холме. Он объединяет и венчает с собою огромное пространство. И в отличие от многих храмов и церквей, поставленных на нашей северной земле, все долгие опальные годы служил православию, сея христианские заповеди миру. И неудивительно, что Рем Николаевич Ермолин облюбовал живописное место на высоком берегу Сысолы, построил мастерскую, и с той поры это село стало местом паломничества художников, писателей, ученых, так как красота этих мест дает большой творческий потенциал и очищает душу. И в большом гостеприимном доме есть удивительная стена, стена автографов, где расписываются многочисленные гости.
Володя, так что же для тебя все-таки село Ип? Да, мой отец, вот, он мне подарил не только жизнь, он мне еще подарил этот Ип. Именно это место. По весне, когда я вот выходил на любимые поля, тут недалеко, метров 200-300, была проблема, с чего начать этюды. Я больше времени тратил на выбор наиболее красивого места для этюдов, чем, так сказать, тратил время на написание собственных. Писал с утра и до вечера, потому что было жалко упустить время. И уже к вечеру совершенно как бы без сил глядел на закат, и просто ноги сами несли писать его, и этого написал. Много этюдов, достаточно много. И кое-какие этюды, прям вот они просятся на увеличение на холст. Ип — это такое место, где надо только писать и писать. Меня удивил тот факт, что за последние полгода ты создал очень много интересных и удивительно, я бы сказала, проникновенных пейзажей. Откуда у тебя такой творческий подъем? Я думаю так. Пришло время отдавать все, что я накопил за свои годы, все свои знания, все свои умения, все свои чувства, все свои истрепанные нервы. Надо выкладывать на холст. Пришла пора отдавать. Дорогие друзья, а я верю, что все вокруг меня друзья. Я желаю вам счастья, здоровья. Я желаю вам любви и прощения. Пусть будет вокруг нас все любимо и прощено. Театра, оперы и балета горячо и сердечно приветствует вас на нашем большом празднике, гала-концерте, бенефисе любимого артиста театра, народного артиста республики и заслуженного артиста России Юрия Гловацкого. Бенефис посвящается 30-летию творческой деятельности и 60-летию со дня рождения. Вся творческая жизнь Юрия Гловацкого связана только с Государственным театром оперы и балета. 30 лет яркий и щедрый талант Юрия Леопольдовича служит людям. Имя Юрия Гловацкого хорошо известно не только Сыктывкаре и Республике Коми. Его прекрасный лирический голос нередко звучал по городам России. В Москве и Ленинграде, Украине, Латвии, Казахстане, Болгарии, Финляндии, Германии и Австрии, Нижнем Новгороде и Саратове, Казани и Астрахани, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Карелии и Мурманске, Северном и Южном Кавказе.
Юрий Головацким создано более 70 партий, много жанровых ролей в музыкально-театральном искусстве. И сыграно их более 600 раз. Встречайте дорогого юбиляра, выходит на сцену солист Государственного театра оперы и балета Юрий Головацкий, Я являюсь поклонником этого певца и этого артиста. Еще знаете почему? Потому что за его спиной ощущается школа, настоящая вокальная школа. Ведь удивительное дело, тенор, особенно в наше время, это считается голосом, ну, не очень, может быть, ярким, не очень запоминающимся. Сейчас в опере, пожалуй, главенствуют баритоны, баритоны с их низким, красивым голосом, или басы, а тенор. А между тем нельзя забывать о том, что тенор 17, 18, 19 век – это главный голос в опере, это человек, который несет героическое начало, это герой-любовник. И, скажем, тот же самый Ленский – это нетипичный тенор. Я слушаю этого человека, и мне нравится, что даже нота, которую он поет на пианиссимо, она всегда перелетает через оркестр, а это одно из самых великих завоеваний, может быть, оперного певца. Может быть, те, кто приходили в театр, им случалось встречаться с таким явлением, когда певец поет, у него широко открыт рот, он очень сильно жестикулирует, а голос с трудом доносится. Вот Головацкий, вот я начал говорить про его школу, про вокальную школу, владеет такой школой. Самый тихий звук, который он говорит, обязательно доносится до нас, даже если мы сидим в последнем ряду. И поэтому я хотел бы
чтобы то, что поет Гловацкий, а он выступает не только на оперной сцене, но и как концертный исполнитель, всегда доносилось до сердец, до ушей, до душ тех, кто приходит в театр. Поздравляя наших телезрителей с Новым годом, я хочу пожелать им благодарения и благополучия в самом буквальном смысле этого слова. Благодарение и благополучие. Удачи вам, друзья! Сегодня я хочу вас познакомить с удивительной семьей, супругами Людмилой Бруниес и Георгием Родионовым. По профессии они архитекторы, живут и работают в городе Сыктывкаре. Любопытно, что в разговоре со мной Георгий спросил: а почему вы всем задаете один и тот же вопрос? Что человеку надо? Вы хотите понять что-то для себя? Да, ответила я. Надеюсь, что и нашим телезрителям это будет интересно. Человеку нужно, вот я считаю, и мне кажется, это всем одно и то же нужно. Человеку нужен домашний очаг. Таких ответов не было? Таких не было. Странно. Потому что, очаг это или это печка, или это просто какой-то электрический камин, или просто это кухня. То есть это, понятно, что такое очаг. Это
это дом, это или уютная квартира, это уют, это тепло, это то место, куда человек всегда может прийти, вот даже, как, что вы сказали, не ладится, он должен прийти в это место и успокоиться, как-то найти душевный покой. Вот это обязательно. Все остальное уже, мне кажется, вторично. Мне надо, чтобы было удовлетворение в работе и спокойно в семье. Больше мне ничего не надо. Все остальное, я думаю, что я получаю удовлетворение именно в творчестве в своем. Даже то, что задерживает с оплатой, это уже вторично, второстепенно, не так важно. А когда получаешь, долго решаешь какую-то задачу свою, очень сложную, потом вдруг она проснешься как-то утром, все решено, само как-то открывается. И вот это чувство открытия для себя, для чего-то, это очень важно для человека. И оно делает человека счастливым. Мне нравятся здания, построенные по проектам этих сыктывкарских зодчих. И не только мне. Профессионалы-архитекторы высоко оценивают их работы. На недавно прошедшем конкурсе в городе Архангельске проекту «Церкви Успения Божьей Матери», авторами которого были Людмила Бруниес и Георгий Родионов, было присуждено первое место. А этот жилой дом в Сыктывкаре на первом комрегиональном смотре архитектурного творчества также занял первое место в номинации «Постройки». Помимо проектирования зданий, Родионов и Бруниес занимаются дизайном интерьеров. Вот этот садик, который мы делали, это именно для детей, для их родителей, такой центр, который нужно делать, хотя у них денег совсем нету. Поэтому вот если обычно как берется расценки большие, крупные, они даже бы не потянули, чтобы оплатить работу одного помещения. Там помещений 5, 6, 7 до 10 доходит. И практически эта работа ведется. Спонсорских у нас много. Калтывский монастырь, другие духовные строения, которые мы проектируем. Как говорят, что потом это нам как-то кто-то отблагодарит. То есть мы сделаем добро людям, потом те же дети будут добрые. Это интервью мы снимали год назад, но не спешили с показом его в эфире по одной простой причине. Нам хотелось показать дом, который в 1991 году начали строить Людмила Константиновна и Георгий Васильевич. Дом для себя. Так совпало, что приглашение на съемки мы получили 1 июля, в Международный день архитектуры. Гостеприимные хозяева устроили для нас небольшую экскурсию по еще строящемуся дому. В самую большую комнату, гостиную, мы, к сожалению, не попали. Она временно превращена в склад строительных материалов. Хозяева, большие оригиналы, справляют новоселье по комнатам. И хотя живут они здесь уже почти год, большое новоселье еще впереди. Георгий Родионов, руководитель архитектурной группы Института Комигражданпроект. По его убеждению, для успеха в таком специфическом виде искусства, как архитектура, помимо таланта нужно обладать еще и твердым характером. Иначе твой проект, каким бы гениальным он ни был, так и останется лишь на бумаге. К строящемуся зданию надо относиться как к ребенку, которого можно успеть воспитать только пока он растет. Как и в педагогике, в архитектуре ничего нельзя отложить на потом. Георгий, я вам предлагаю сейчас немножко помечтать. Согласны? Попробуем. Ну вот я знаю, что у вас типовая квартира, видимо, вас она не очень устраивает. И вы строите себе дом. В какой же квартире или же в каком же доме хотели бы вы жить? В удобном, в красивом, чтобы
по этому дому можно было сказать, что это я. Вот когда даже если бы меня здесь не было, ну, чтобы видно было присутствие, видно было, кто здесь живет. Не было из дерева делать. Слава Богу, леса у нас хватает. Ну, я бы много мог говорить о своем доме, какой он будет, но потом посмотрите. Вот я видела еще в проектах, в рисунках ваш дом. По-моему, он все-таки отличается от того, что вот вижу я сегодня. Ну, конечно, потому что мысль не стоит на месте, мы начинаем делать, и сами же от своего проекта отходим прямо на следующий день и вместе думаем, там, рисуем, там маленькие конкурсы устраиваем и принимаем другое решение. И... Одно дело, когда приходишь в тот панельный дом, когда мы приходили, и квартира не очень, и тесно. Другое дело, здесь воздух другой в деревянном доме. И все-таки все как ты хочешь. И делали, и делаем. Людмиле Константиновне и Георгию Васильевичу можно позавидовать во многом. Во-первых, они работают в городе, в центре Сыктывкара, а живут в пригороде, как в деревне. Из города приедем, усталый, выйдешь, сядешь, посмотришь на зеленую травку. Эта усталость, она как-то тает. Ну так, сразу же очень эффективно отдыхаешь здесь. Это, конечно, хорошо бы каждому, чтобы это было. Да, и вот дача, как многие думают, это не решает вот эту задачу. Потому что человек должен с дачи уезжать, и потом снова в эту квартиру и думать, как там, что там будет с его клубникой там, или смородиной. То есть дачу он как бы не себе строит, а неизвестно кому. Он там гостем является. Во-вторых, позавидовать можно еще и потому, что у героев нашего сюжета есть общее дело, которым они увлечены. И когда несколько лет назад чиновники от архитектуры пытались их развести по разным мастерским, это оказалось практически невозможно. Я его работу через себя, он мою работу через себя пропускает. Все равно Приходим советовались, домой. да. Конечно, все равно общая работа. И решили, что это разделение только мешает. А потом нам то, что мы работаем вместе, нам легче. Когда мы вместе делаем, они более какие-то живые, нам кажется, становятся. Все-таки одного взгляда не хватает, и когда другой посмотрит, сразу как-то и морально поддерживает другого, и какие-то мысли с другой стороны свежие появляются. А самое главное, у них есть много проектов, пока не воплощенных. Вот этот дом мне нравится, но нет заказчика пока на него. Мне вот именно очаг вот здесь тоже вот разработала в центре такой вот. Есть мечта издавать собственный архитектурный журнал. Популярный, но не обывательский, строго заметил Георгий. Увы, слово «обыватель», быть может, безвозвратно стало отрицательным. А жаль, на обывателях держится мир. Помните строки Александра Сергеевича Пушкина? «Привычка свыше нам дана, замена счастью она». Я хочу пожелать всем нам, чтобы хорошие привычки и добрые традиции мы сохранили и в новом году, а чтобы с дурными привычками мы могли легко расстаться в старом, и чтобы чаще ощущали мы себя счастливыми в наступающем новом году. С праздником вас!